Чтобы граждане долго не ждали, свои анализы и, соответственно, более оперативно справляться со случаями коронавирусной инфекции на территории республики. Необходимо обратить внимание, что одной из основных задач, которая была озвучена главой Республики Саха-Якутия вчера в своем обращении, является задача совместного разрешения и борьбы с коронавирусной инфекцией. Только все вместе, работодатели, как любого уровня, от маленьких предприятий до крупных предприятий, граждане, медицинские организации, сами пенсионеры, дети, пожилые, только все вместе мы можем путем соблюдения в том числе и требований, и качественного выполнения своих обязанностей, соответственно, разрешить ситуацию, которая не допустит очень высокого скачкообразного, возможно, роста новой коронавирусной инфекции. Сегодня на территории республики работает 14 лабораторий, которые проводят соответствующие исследования на выявление новой коронавирусной инфекции. Еще раз хочу обратить внимание для всех: назначение самого по себе проведения исследования на коронавирусную инфекцию, оно осуществляется как по назначению врача. Сегодня оно необходимо прежде всего для того, чтобы подтвердить диагноз. И, как правило, его назначение допускается в случае, если непосредственно, кроме выявления, есть уже и клинические проявления как таковые. Врачи сегодня работают у нас во всех поликлиническом звене, как города Якутска, так и республики, и открыты стационары. На настоящий момент главной задачей является задача контроля за наличием лекарственных средств в аптеках Республики Саха-Якутия. Контроль осуществляется ежедневный. При необходимости пополняются сегодня фонды. Во всех учреждениях медицинских Республики Саха-Якутия достаточный запас для того, чтобы обеспечить, соответственно, лечение больных лекарственными препаратами имеется. Кроме того, сегодня глава Республики Саха-Якутия поставил задачу усилить контроль за ценами, за лекарственными средствами в наших аптечных киосках. Особенно это касается районов республики, и, соответственно, именно вопрос контроля за ценами на лекарства является сегодня первоочередной задачей для того, чтобы обеспечить в том числе и доступное оказание медицинской помощи на территории республики. Ну и, как всегда, здоровья всем. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Не переключайтесь, далее выпуск новостей. В России могут продлить действие программы поддержки авиакомпаний в связи с пандемией коронавируса. Массовая гибель животных на Камчатке могла быть вызвана естественными причинами. И как проходит призывная кампания в Нерюнгри, расскажем в этом выпуске.